Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы покажем, как пожарные спасли задыхающегося в дыму кота. Кота откачали, спасли живой. Вон он дышит уже. И почему он остался без крыши над головой. Расскажем, чем может обернуться незаконная охота на лосей для жителя Нижнекамска. Вот пятна крови. И как блогер поделился с автоинспекторами записью своих же нарушений. Мужчину оштрафовали за опасные развлечения. Это и не только прямо сейчас. Пожарные спасли кота из огня во время пожара в квартире одного из домов на улице Ленина в поселке Васильево. В пожарную часть по номеру 101 позвонили соседи. К моменту их прибытия горел диван и часть стены, а вся квартира была заполнена едким дымом. Потушив пламя на кухне, спасатели обнаружили полуживое животное, вынесли его на улицу и реанимировали. Кота откачали, спасли живой. По-моему, британец, да? Британец, да. Вон он дышит уже. В момент возгорания в квартире находились мама и ее двухлетний сын. Они успели вовремя выбежать на улицу. По утверждению свекрови молодой женщины, в возгорании виноват этот самый кот. И рассказал, он регулярно использовал пространство за газовой плитой в качестве туалета. В этот раз, выскочив наверх, подпалил шерсть и с горящим хвостом убежал под диван, отчего последний загорелся. Однако пожарные дознаватели на основании фактов все же склоняются к версии, что причиной пожара стала детская шалость. Вероятно, мальчика оставили без присмотра в комнате, ведь именно там и вспыхнул диван. К слову, хвост у кота абсолютно цел. Сейчас Тишка находится в ветеринарной клинике. Его состояние стабильно тяжелое. Ему требуется стационарное лечение и нахождение в кислородном боксе. Оплачивать расходы хозяева не планируют. От кота они отказались. И сейчас ставший бездомным кот ищет новых хозяев. Туши двух лосей обнаружили сотрудники экономической безопасности в машине жителя Нижнекамска. Их внимание привлекла капающая из багажника кровь. Убиты, по мнению стражей порядка, животные были незаконно. Дело было возбуждено по статье «Незаконная охота». Она предусматривает до 5 лет лишения свободы. Юлия Гоголева с подробностями. Вот пятна крови. На предполагаемых браконьеров сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции вышли буквально по горячим следам. Так, в гаражном боксе обнаружены 2 туши предварительно лося. Там же находились 5 человек. Всех их задержали, но к незаконной охоте, как потом выяснилось, отношения имели не все. Зашел в гости. В гости зашел кому? Друзьям. Кому именно? К братишке. Хозяин гаража уверяет, что сам на охоту не ходил. Туши ему привезли. Кто, не знает, но от выгодного предложения отказываться не стал. Купили мясо, привезли. У кого купил? Ну, УАЗик какие-то подъехали. Куда подъехали? Машинный завод. Почем купил? 25 тысяч. Налично отдавал, да по карте? Наличные. Но полицейские в этих словах усомнились. Причины были. В лесопосадке неподалеку от одного из промышленных предприятий Нижнекамска полицейские обнаружили останки 2 самок лосей. А в машине, где сначала и находились туши, оперативники нашли 5 топоров и 7 ножей. При обыске дома изъяли охотничьи ружья, патроны, охотничьи билеты и лицензии на оружие. Только лицензии на отстрел лосей не нашли. По данному факту органами дознания возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью 2 статьи 258 Уголовного кодекса Российской Федерации. Незаконная охота. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы. Юлия Гоголева, Нафиса Минязова, «Вызов 112». Вышел из машины и на глазах автоинспекторов попытался что-то выкинуть. Странное поведение пассажира Volkswagen Jetta стало поводом для его задержания на Горьковском шоссе. Незадолго до этого иномарка выехала со стороны лесопосадки, чем и обратила на себя внимание сотрудников ГИБДД. Айгуль Бадрудинова обо всем по порядку. Автомобиль Volkswagen Jetta выехал на проезжую часть со стороны лесопосадки на Горьковском шоссе. Именно это и показалось странным экипажу ДПС, проезжающему в этот момент мимо. Дороги в лесу нет, все заметено снегом. Для того, чтобы заехать туда, нужна была веская причина. Машину остановили, и во время проверки документов из салона автомобиля вышел пассажир и, как показалось автоинспекторам, попытался что-то выбросить. А за что остановили, не знаете, да? Нет. Ну, может, у вас что-то запрещенное нашли? Или подозрения какие? Ну, вы себя виновным считаете или нет? Нет, почему-то. В итоге стражи порядка до выяснения всех обстоятельств задержали 3 человек, 2 пассажиров, на них надели наручники и водителя. Мужчина рассказал, что подрабатывает частным извозом и подвозил своих знакомых. Свернуть в сторону лесопосадки заставила нужда. Я остановился, помог.
Я же не буду прям жить на дороге. Эти слова подтвердил и другой пассажир, для которого задержание стало настоящим шоком. Сам он говорит, законов не нарушал, никуда не убегал, а за действия других отвечать не может. Я дверь открываю. У меня в то время уже, получается, такие пассажиры, когда начал выходить. И вот потом пошло это задержание пошло. То есть вы ничего не нарушали, а что делал ваш друг, вы не знаете, я так понимаю, да? Но он говорит, якобы что-то выкидывал, тут что-то выбрасывал, это вы не видели, да? Это я не видел. Это вы не знаете. Я вообще я вот это смотрел в эту сторону, получается. Но он ничего не забирал, заклад, он ничего там не забирал при вас, да, из леса, из посадки. То есть вы считаете, что это недоразумение, да, я так понимаю? Ну, не знаю. Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на земле возле машины подозрительный пакетик с неизвестным веществом. Задайте вопросы про этот пакетик. Сейчас находку отправили на экспертизу, и дальнейшие процессуальные решения будут зависеть от ее результатов. Айгуль Бадрудинова, Айрат Назипов, Наиль Абдуллин, вызов 112. Вахитовский районный суд Казани сегодня огласил приговор по делу доцента КФУ Дарьи Алякиной. Она обвинялась в мошенничестве на 168 миллионов рублей. По версии следствия, 44-летняя женщина, будучи руководителем казанского филиала Московской страховой компании, в период с 2008 по 2014 годы заключила фиктивные агентские договора с 4 подконтрольными ей организациями, которые фактически не продавали страховые полисы, но получали за это комиссионное вознаграждение. Вину женщина не признала. 2 года назад подсудимую уже оправдали по этому же делу, но прокуратура обжаловала это решение. В деле более 100 томов. Оглашать приговор суда начали еще в декабре минувшего года. Ей назначено наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет. Суд также удовлетворил гражданский иск. Женщина обязана вернуть 168 миллионов рублей, сумму причиненного ею ущерба. Приговор в законную силу пока не вступил. Форд и Киа сегодня днем не смогли поделить перекресток улиц Декабристов и Тверская. По словам автоледи, управлявшей первой иномаркой, таксист при совершении маневра ее не пропустил. Мужчина же с ее мнением категорически не согласен. Почему, он рассказал Нафисе Минязовой. Я не ожидала, и он буквально перед моим носом завернул. От удара в Форде сработали подушки безопасности. Они и уберегли автоледи от травм. Автомобили же получили сильные механические повреждения. Женщина рассказала, что ехала по улице Декабристов прямо, но на перекрестке дорогу ей переградило такси. Получается, на зеленый свет, не уступив мне, поворачивал в сторону Тверской. Однако водитель Киа с мнением дамы не согласен. По его словам, женщина проехала на запрещающий сигнал светофора. Одна, только одна, остальные там стоят. Автоледи утверждают, что у нее есть очевидцы, которые подтвердят ее слова, а также надеются, что камеры на данном перекрестке работают и зафиксировали момент и причину аварии. Нафиса Минязова, Наиль Абдуллин, вызов 112. Крупная авария на Ленинской дамбе стала причиной большого затора. Сегодня днем там столкнулись 4 иномарки, предположительно по вине водителя «Мерседеса». Как рассказали участники столкновения, он сперва задел «Форд», затем его отбросило на «Фольксваген», и уже в этот автомобиль врезался таксист на «Киа». Пострадавших в результате аварии, к счастью, не было. На 3500 рублей оштрафовали блогера Булата Закирова, который катал сноубордистов по городу за своим автомобилем. Мужчина выложил видеозапись экстремальных развлечений в социальные сети, где его и увидели автоинспекторы. На мужчину составили 4 административных протокола за опасное вождение, перевозку людей вне кабины, нечитаемые номера и нарушение правил пользования аварийной сигнализацией. В 2020 году в ходе проведения таких вот мониторингов социальных сетей было отработано 38 видеороликов, в ходе которых было составлено 132 административных материала, водители привлечены к административной ответственности. Это все, о чем мы успели вам рассказать. Обо всех происшествиях вы можете сообщать нам по телефону 570 50 50 или на мобильный 8 98 69 112 112. Также мы доступны в социальных сетях. Присылайте видео, снятые вами. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся. И не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.